Салам алейкум. Добрый день. Сегодня мы проводим совещание при главе муниципального района Сулейман-Стальский район с представителями религиозных организаций. В работе нашего совещания принимает участие администрация муниципального района, правоохранительные службы, имамы мечети, общественность и наши СМИ. У нас в повестке дня сегодня два вопроса. Первый вопрос – ход исполнения постановления правительства Российской Федерации номер 1165 от 5 сентября 2019 года об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов. Основной докладчик Фатулаев Абдали Бабаевич, заместитель главы администрации по общественной безопасности. Ассаламу алейкум. Ну, я здесь Саид Мусинович отметил, что единственное, Андрей Павлович полностью наш лезгинский язык еще не научился. Но в связи с этим мы проведем на русском языке. Я думаю, русский язык все религиозные представители религиозных организаций наши знают. И я думаю, простят нас. Но в целях исполнения требований постановления правительства Российской Федерации мы все знаем, что в 2019 году правительством Российской Федерации было принято постановление об утверждении положения об обеспечении антитеррористической защищенности религиозных объектов. Это постановление нами было доведено до всех руководителей религиозных организаций. Ну, работа по установлению, по получению правоустанавливающих документов на все объекты культа в районе действительно нами вот последние 2-3 года проводилась. Особо мы сегодня не вызвали сюда на совещание глав сельских поселений, руководителей вот структурных поселений многих, да, в связи с тем, что главы сельских поселений и управление УМИС по земельным и имущественным отношениям в основном на все религиозные объекты сделали правоустанавливающие документы, это на землю зеленки сделали и сделали документы на строение, само строение мечети. Все мечети, постановлением глав сельских поселений, переданы вам для безвозмездного пользования, никаких, чтобы это не было, потому что это собственность на земле сельских поселений расположена, но эти мечети переданы вам, как религиозные организации всех сел, которые здесь в районе у нас есть. Вот эти правоустанавливающие документы на землю строения, в основном там 2-3 мечети осталось, остальные все получили. Никаких вопросов там по этой части нету, даже по республике, вот Министерство по национальной политике и делам религии, они отмечают, как пилотный наш район, они пример приводят то, что в нашем районе этот вопрос действительно уже продвинулся. Но по части этим постановлением, вот здесь, которое я здесь озвучил, 1165, необходимо было на все религиозные объекты еще сформировать паспорта безопасности. Но паспорта безопасности уже делаются не главами сельских поселений, а именно руководителями вот, религиозных объектов. Это имамами мечети. Это ваша непосредственная функция, разработка устава, регистрация его в Министерстве юстиции и получение паспорта безопасности. Особых затруднений в этой части нету, потому что многие не знали, вот, как эту процедуру делать, но 11 мечетей у нас они сделали, и никаких проблем не было. Это, в частности, на данный момент сформированы паспорта безопасности на 11 мечетей. Это селение Касумкент, мечеть Куркент, Даркуш Казмаляр, Новая Мака, мечеть Минахир, мечеть Даркуш Казмаляр, Гериханово 1-2 отделение, мечеть Ашагастал Казмаляр, Новый поселок, мечеть Корчаг и мечеть Смур. Все, никаких проблем же у них не было. Они получили все, полноценную вот, документацию, вот эти мечети получили. Но сейчас мы знаем, вот, по положению, по все объекты, которые расположены в муниципальном районе, начиная с объектов торговли, кончая вот, религиозными объектами, образовательными, на каждую школу, детский сад, на торговлю, эти необходимо сформировать паспорта безопасности. Вот то, что в прошлом году, вот эти мечети, которые я озвучил, они инициативу взяли и сделали. Сейчас вам, особенно другим мечетям, особых проблем не должно быть, потому что любой имам вам, вот из этих, которые я озвучил, они вам окажут содействие. Там согласовываются с ФСБ, с Росгвардией, они тоже идут, никаких вопросов нету, вам окажут тоже содействие, окажут, паспорта надо сделать. В настоящее время необходимо сформировать паспорта
В основном в таком быстром на мечети такие, как Шагастал. Это мечеть, которая действительно историческая мечеть, которая, как мы Лизгидол Гудавол, Дибова мечкинари. Обязательно надо, в обязательном порядке сделать. Тем более, Минац несколько раз уже звонил, почему на Шагастальскую мечеть до сих пор нету, потому что это мечеть историческое наследие наше. Мечети Артастал, Юхаристал, Алкадар, Нютюк, Чхаркент, Улугатаг. Эти большие более-менее мечети, то на них тоже в ускоренном порядке надо сформировать паспорта безопасности. Какая вам помощь нужна? Вот есть мечети, которые мы озвучил, да, сделали, которые эти. Если необходимо через нас помощь, пожалуйста, подходите, мы окажем вам содействие. Министерство по национальной политике, делам религии тоже вам оказывает будет содействие. Когда вы имеете полноценные документы, Министерство по национальной политике, она выделяет денежные средства для нужд вот этих религиозных организаций. Ну, наш район тоже вот на 4 мечети получал, но не имея документа, они не могут выделять вам даже деньги. А на эти деньги вы для нужд мечети, для нужд прихожан можете многие вопросы решить. Мы знаем, да, вот я здесь пригласил и представителей ЖКХ, тоже мы сколько раз собирались, тоже проблемы вот ЖКХ, отопление, оплата вот за газ, за эти, некоторые мечети интересуются, да, имамы, они делают даже, они пошли на уступки, то, что даже как частным лицам, что хотят сделать, что как не юридическим лицам, чтобы они много не платили вы. Но эти вопросы тоже надо делать. А не имея этих документов, вы никак не сможете лицевые счета открыть и другие вопросы тоже. Так что вот, которые я озвучил, большие мечети, мы отдельно тоже будем, имамы, скорее всего, этих мечетей тоже здесь присутствуют. Ну, пожалуйста, делайте. Вам надо зарегистрировать в налоговой инспекции. Сейчас уже так деньги наличные вам никто не дает. На ваши счета будут перечислять деньги. И уже вы будете отвечать по этим счетам. Так что просьба, чтобы эти имамы тоже занялись этим вопросом. Я говорю, проблем там нету. Вот даже совхоз Гириханов, второе отделение, даже мечеть, какие-то на кое-какие документы у них были аннулированы. Ну, пошли, да, инициативу проявили. Даже они мне, Минац звонили, Баталибач, вот второе отделение тоже вот получил. Я говорю, молодцы, если получили. Даже что-то с имамом мне перетерки тоже были. Я говорю, почему нас здесь не поставили, хотя бы, чтобы мы им тоже сказали. Ну, все равно постарались, сделали, да. Особо трудностей там ничего нету. Возникающие вопросы, пожалуйста, тоже надо озвучивать здесь. Мы год один-два раз собираемся здесь. Если есть проблемные вопросы, вот здесь на уровне главы надо поднять. Если есть вопросы, связанные с отделом полиции, вот начальник полиции присутствует, сотрудники ФСБ здесь присутствуют. Так что эти вопросы надо здесь озвучивать. Раз мы собрались тоже, да, вот вы сейчас сами знаете, и политикой интересуетесь, телевизор смотрите, сейчас вы знаете, что действительно в связи с проведением специальной военной операции на Украине, ну, как мир реагирует на эти вопросы. Вы знаете, очень многие случаи, когда связаны с религиозным, этим провокационные моменты, которые делали, вот сожжение Корана в Швеции, в Голландии, это действительно акты такие вандализма, которых весь мир осудил. Взрывы вот пакистанской мечети тоже, это просто так не делаются вопросы, это все связано вот с этой украинской темой. Мы все знаем, да, что на Украине с каким-то религиозным, на религиозной почве там никто эту войну не начинал. Это действительно война с фашизмом. Даже сама Украина, хотя является христианской, они вот гонения на самих даже и христиан делают, там разделилась и религии тоже полностью. Так что нам тоже надо, вам тоже вот на проповедях в мечетях, на пятничном этом надо доводить до населения, что осуждать надо эти факты. Сожжение Корана. Коран причем в Швеции есть это негодяй, тем более эти государства открыто поддержали этих лиц. Так что надо нам тоже озвучивать эти темы, и вам особенно, потому что к вам прислушиваются, раз вы ходите в мечети, значит какое-то определенное количество людей в районе, они ходят в мечети и доверяют вам. Так что надо вот эти вопросы тоже как-то безучастным, не надо оставаться. И просьба вот этим мечетям, имамам мечети, чтобы вопросы вот паспортизации объектов тоже завершили. Необходимая помощь, пожалуйста, мы в любой момент вам окажем, никаких вопросов нету. И какие-то возникающие вопросы тоже на уровне, если головы, пожалуйста, тоже в любой момент вы можете подойти ко мне. Если нужно к главе зайти, зайдем к главе, озвучим там отдельно вопросы.
Так что как-то вот в районе вот, муниципальная власть и религиозные деятели, мы не должны разделены быть. Мы друг друга всегда и понимали, и будем понимать, и какие-то ваши вопросы мы готовы решать тоже. Я в основном по докладу вкратце закончил. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, я готов на них ответить. Все, Саид Мусинович. А вон вопроса. Есть вопросы? Присаживайтесь. Сейчас. А вон эти дополнения, замечания и вопрос-то по поводу паспортизации. Вот, озвучены были Абдуллой Баевичем определенные, значит, мечети, села, в которых есть на сегодняшний день вышеуказанные проблемы и по регистрации права собственности, и по получению паспортов безопасности. Шамиль Магомедович, конечно, у вас по первому вопросу есть дополнения? Озвучили. Потом, да, по второму. Когда ко второму вопросу. Да. Второй вопрос у нас: организация и проведение представителями религиозных организаций профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях района в сфере противодействия идеологии, терроризма и экстремизма среди молодежи. Пожалуйста, председатель Совета имамов района Омаров Шамиль Магомедович. Бисмилляхи рахмани рахим. Ассаламу алейкум. Приветствую всех участников. Пусть Всевышний Аллах вознаградит вас за каждый шаг, который вы вступили по пути сюда. Приносим свои извинения, если кого-то побеспокоили. Нелетная погода тоже. Тем не менее, эти люди, которые заинтересованы в том, чтобы духовная составляющая нашего народа была на хорошем уровне, с этой целью ради Всевышнего Аллаха, с таким намерением, я думаю, каждый из нас выходя из дома. Вам огромная благодарность. Некоторые имамы, к сожалению, не смогли, кто-то в отъезде, есть те, которые по рядам причин, это несколько человек. Основные имамы здесь, большая часть, они присутствуют. По части работы духовенства района хочется сказать, чтобы мы понимали направления нашей работы. У нас есть основные 4 направления. Первое – это непосредственно сами имамы. А второе направление нашей работы – это отдел просвещения. Третье – это фонд «Инсан». И четвертое направление – это газета «Ассалам». По части работы имамов, в большей части имамы в селах, мы знаем, ведут активный, активный образ, скажем так, продвижения духовных ценностей для народа, чтобы духовная составляющая нашего народа была на хорошем уровне. Проводят разного рода мероприятия. Имамы присутствуют там, где беда, имамы присутствуют там, где радость, всегда со своим джаматом, со своим народом. В любое время, несмотря на время суток, утром, вечером, ночью, в любое время, мы знаем, имамы несут огромную ответственность, при этом не имея каких-то больших, скажем так, дивидендов в виде материальных каких-то ценностей и так далее. Многие из них работают на общественных началах, у многих нет зарплаты и так далее. Тем не менее, эти люди, которые встали на этот путь, понимая, что это нужно ради Всевышнего, понимая, что это нужно для этого народа, для народа, который вырастил таких людей, как Мухаммад Иракский, Хасан Аль-Кадарский и подобных им людей. В части работы имамов порой эта работа сверху не видна бывает. А на самом деле это тяжкий труд, моральный труд, когда человек приходит к тебе с определенной бедой, со своей семейной бедой, семейными проблемами, соседей и так далее, и так далее. Это очень много проблем бывает, которые там на уровне решаются. Просто один пример хотелось бы привести, чтобы вы понимали, какая работа проводится. Эти вопросы иногда наверх куда-то не доходят. Бывают, что вопросы, которые дошли бы в дальнейшем до силовых структур, вот на уровне имамов иногда решать удается каким образом. Был случай у нас недавно, я об этом рассказывал неоднократно тоже на разных площадках. 2 человека, взрослых 2 человека пришли, как говорят у нас, на ножах. Уже они, оказывается, вытащили ножи и готовы были, уже до этого уровня дошла у них вот эта дискуссия. Ну, пришли, кто-то их побудил, все-таки мы же мусульмане, давайте решим вопрос мирно. Давайте пойдемте к имаму, решим, пусть имам скажет, что да как. Пришли, и каждый клянется на Коране, что я вот это вопрос так решал, я вот это не нарушал, другой. И одним словом, хвала Всевышнему,
В процессе долгой беседы, больше часа, наверное, сидели, разговаривали, удалось убедить этих людей разойтись по-мирному. Вот такого рода вопросы очень много решаются. Когда человек попадает в беду, никто не застрахован от смерти близкого человека, родного человека, и в этот момент тоже рядом имамы. Поэтому хотелось бы, чтобы мы ценили труд этих людей и как-то обращали на это внимание, хотя бы где можем, говорили доброе слово в пользу и поддержку наших имамов. Пусть Всевышний Аллах хранит их. Второе направление нашей работы – это отдел просвещения. Отдел просвещения занимается как раз-таки духовно-нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Проводятся лекции, в том числе и в учебных заведениях, в школах. За это хотелось бы поблагодарить и администрацию района, и управление образования, всех педагогов, учителей, директоров. Они всегда рядом, всегда нас поддерживают, понимают, что это не просто мы для себя туда едем. У нас порой бывают возможности и сил не хватает, иногда средств, людей не хватает эту работу проводить. Но некоторые люди бывали раньше, что думали, как будто это нам нужно, как будто мы в школу лезем, как будто мы там какую-то образовательную часть пытаемся повлиять. Ни в коем случае. У нас цели основной наших лекций – это тема общечеловеческие темы, общечеловеческие ценности, уважение к старшим, бережное отношение к природе, темы против экстремизма, темы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому отдел просвещения проводит огромную работу, в том числе и среди спортсменов, в спортзалах. Эта работа тоже потихоньку налаживается, улучшается. Хотелось бы и больше, чтобы в этом направлении они работали. Мы готовы сотрудничать, если будут какие-то предложения к нашему отделу просвещения и в других учреждениях, организациях. У людей бывает очень много вопросов, на которые они получают ответы с интернета или от непонятных лиц за углом где-то. Мы на виду, мы готовы отвечать на эти вопросы, разъяснять и так далее. Поэтому в этом плане у нас есть новый руководитель отдела просвещения. Шамиль, можно встать, чтобы видели. Вот, человек опытный, который до этого работал и в Дербенте, и в других регионах, районах, городах нашей республики, проходил определенное обучение в этом направлении, и с ним есть его сотрудники, эта работа тоже проводится. Фонд «Инсан» – следующее наше направление. Наверное, нет человека в нашем районе, который не слышал об этом фонде и о той работе, которая проводится фондом «Инсан». Изначально этот фонд был учрежден муфтием Республики Дагестан Ахмад Афанди для того, чтобы духовенство не оставалось в стороне от бед и нужд людей, чтобы люди не только понимали, что имамы, они не только могут проповеди читать, они могут не только там наставлять и так далее, где нужно, чтобы они могли быть полезными для людей в плане, когда людям, у кого-то дом сгорел, у кого-то бедственное положение, люди в разные ситуации попадают жизненные, поэтому в этом плане тоже духовенство района от этого не отдаляется, и нашими представителями в этой работе является фонд «Инсан». Нужно сказать, что фонд «Инсан», если общереспубликанский, даже общероссийский фонд, не во всех районах он проводит такую активную работу. К сожалению, кадры, наверное, зависит от кадров, от населения, есть много факторов, но наш филиал фонда «Инсан» именно в нашем районе является одним из лучших в республике. А это подтверждается и грамотами, и кубками, и другими благодарственными письмами, которые получает наш фонд, наш филиал в нашем районе, и вы этому свидетели. Какую огромную работу проводит фонд «Инсан». Я думаю, и в дальнейшем они тоже готовы работать в этом направлении, и я думаю, все мы вместе с вами, и общественность, и население, и со стороны администрации мы получаем в этом направлении поддержку, помощь. Думаю, дальше тоже это сотрудничество у нас будет продвигаться. И следующее направление нашей работы – это газета «Ассалам». Почему газета «Ассалам», почему на нее такое внимание мы уделяем? Почему? Потому что наш народ, вообще в Советском Союзе много читали. И взрослое поколение тоже любит читать. И люди печатному слову верят больше. Поэтому в этом направлении тоже мы работу проводим. Газета доносит до людей, как мы сказали, общечеловеческие ценности, учит их толерантности, уважению к окружающим. Те, кто читали эту газету, видят. В том числе газета «Ассалам» несет и такую роль, как сохранение родных языков.
почти на всех языках народов в Дагестане эта газета выходит. Сама по себе она выходит на 14 языках народов, разных народов нашей Родины. В том числе издается газета на лезгинском языке. И эта газета тоже определенную большую роль играет и несет добро в дома жителей нашего района. Она так и называется, газета «Салам», добрая газета. Проводится огромная работа, в том числе в соцсетях, в интернете, по пропаганде здорового образа жизни, правильного образа жизни. Выпускаются определенные ролики. Хотели поблагодарить и наше телевидение местное. Еженедельно у нас бывают передачи на местном канале. Предоставляют нам такую возможность. В этом плане тоже в соцсетях и так далее. Там тоже определенная работа проводится. В принципе, наверное, это коротко все, что хотелось бы сказать. Но, пользуясь случаем, хотел бы на рассмотрение наших братьев, или по ходу дела будем обсуждать, наверное, вопрос поднять, пользуясь тем, что здесь сегодня большинство имамов присутствуют. У нас, в принципе, насчет рузнама, насчет времени намазов, вопрос еще раньше тоже поднимался. Это вопрос, который должен объединять нас всех, несмотря там, у кого-то какие-то взгляды могут быть разные и так далее, но в нашем районе таких, чтобы сказать, недопониманий, острых моментов, Аллаху Всевышнему, нету. Научились разговаривать друг с другом уважительно. Если у этого человека эти взгляды, у другого вторые взгляды, у третьего третьи взгляды, это за чашкой чая с книгой в руках спокойно можно обсудить. Для этого нет необходимости там какие-то обострения создавать, какие-то конфликтные ситуации создавать. В этом плане у нас это все хорошо идет. Но хотелось бы, чтобы время намазов тоже у нас люди, обычные люди, когда в разных мечетях по-разному азан делают, они как-то чуть реагируют на это, чуть с недопониманием. Они говорят, эфикер, чепчепин, говордавахин тоже. Сами себя не понимают и так далее. Люди иногда бывают, такие вопросы возникают. Поэтому в этом плане, я думаю, братьям предлагаю в тех мечетях, где рузнама, то есть время намазов отличается от, допустим, центральной джума мечети, как Сумкента, подойти можем отдельно сесть, поговорить. Можем здесь это, в принципе, поднять. Можем дальше обсудить, и чтобы мы этот вопрос тоже потихоньку закрыли по мере наших возможностей, чтобы даже эти вопросы, чтобы у нас не оставались. Спасибо за внимание, если будут вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Есть вопросы? Шамиль Андрей, ну здесь по первому вопросу что-то не затронули, и вам, как представитель центральной мечети, просьба вот, оказать надо содействие по паспортизации этих. Вот я озвучил, которые в больших селах, вот эти мечети, которые остались, надо оказать содействие. Просто так не самотеком не пускать. Там, я говорю, в течение месяца-двух, вот те имамы, которые сделали эти паспорта безопасности, можно с ними проконсультироваться. Ну, окажите содействие. Просто хаотичным это не должно быть. Должен быть порядок, должен быть паспорт безопасности, потому что сами объекты, религиозные объекты, они являются потенциальными объектами террористических посягательств. Вы сами знаете, сколько терактов вот, в отношении этих религиозных объектов было. Так что просьба вам, чтобы оказать содействие. А так, на самом деле, это вопрос, который стоит на повестке дня, и который был поднят Абутали Бабаевичем. Это вопрос, сегодня мы живем в правовом государстве, и определенные нормы, которые требуют, они не противоречат тому, что мы проповедуем. Пусть будут документы, спокойно можем работу свою проводить. Поэтому большая просьба к тем же мечетям, они здесь многие присутствуют, чтобы в этом направлении работали, и дальше тоже будем говорить на эту тему. Спасибо. Спасибо, если вопросов нет. Уважаемые друзья, коллеги, я пользуюсь возможностью сейчас, с учетом того, что здесь жители района, имамы мечетей, вы контактируете, значит, постоянно с населением. У нас последние, начиная с 7 числа, проблема в сфере ЖКХ возникла в 4 селах муниципального района и в одном селе Маграмкентского района, селе Советское, и в наших селах Новая Мака, Чхуэркент, Иминхыр и частично в селе Новый Мамрач. Произошло аварийное отключение электроэнергии 7 числа. На сегодняшний момент, значит, электроэнергия не восстановлена. Значит, произошла эта авария по причине, это происшествие произошло по причине такой, что, значит, намерения у нас были хорошие. Наша служба электрохозяйства планировала заменить в связи с тем, что постоянно у нас были проблемы в этой зоне,
с отключением электроэнергии, значит, наши дербентские электросети приняли решение о замене трансформатора на подстанции в селе Советское на более мощный трансформатор. Но, к сожалению, во время монтажа нового оборудования произошли неполадки, и в настоящий момент села остаются без электроэнергии. Я, во-первых, приношу от себя, от администрации района, извинения нашим жителям за вызванные неудобства. Мы понимаем, что, значит, это чрезвычайная ситуация, что жители района нашего, определенная часть жителей остались во время, значит, сегодняшних холодов без света, без тепла. Но в то же время хочу, чтобы вы до населения довели, что все соответствующие службы, начиная с правительства Республики Дагестан, соответствующих министерств, с руководства этой самой службы, Россети Российской Федерации, они все в курсе о сложившейся ситуации. Сейчас принимаются все необходимые меры о скорейшем восстановлении электроэнергии в этих селах. Но по нашей информации сегодня, значит, после обеда уже временное решение найдено. От Билиджей будет восстановлена электроэнергия во всех этих селах. Ну а в дальнейшем уже планово мы, значит, уже новое оборудование они привезут с Махачкалы, и мощный трансформатор, ну, будет установлен, и, значит, вопрос проблемной электроэнергии в этих селах будет решен. Поэтому моя просьба к вам, вы, Эльвира, и через средства массовой информации это обращение разместите, и, значит, просьба к нашим имамам, духовенству, общественности, до жителей района вот эту информацию довести. По второму вопросу, организация проведения представителей религиозных организаций, профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях района в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма, информацию предоставит заместитель начальника казенного учреждения информационно-методический центр Абдусалимова Венера Ханвердиевна. Пожалуйста. Уважаемый Саид Мусинович, уважаемые участники сегодняшнего совещания, хочу поговорить сегодня о проведенных мероприятиях общеобразовательных организациях муниципального района Сулейман-Стайский район при участии представителей религиозных организаций. Общеобразовательных организациях муниципального района Сулейман-Стайский район по сложившейся традиции с сентября 2022 года проходят встречи с представителями религиозных организаций по утвержденному начальником управления образования графику. В сентябре-октябре 2022 года в учреждениях образования прошел школьный этап республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», организованный Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан совместно с Муфтиятом Республики Дагестан, отделом просвещения Сулейман-Стайского района и управлением образования. В муниципальном этапе данного конкурса приняли участие более 400 обучающихся школ муниципалитета. В ноябре 2022 года в зональном этапе, прошедшем в городе Дагагни, от нашего района приняли участие 23 школы с охватом более 115 учащихся. В Алкадарской средней школе с сентября по февраль прошли 4 встречи с представителем муфтията селения Алкадар Махмудом Джанетовым на тему «Единый урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с идеологией терроризма и экстремизма», акции дерева Беслана и тема разговора «Уважение к старшим». 17 октября 2022 года состоялась встреча старшеклассников Карчакской средней школы имени Караханова, начальником отдела просвещения при муфтияте Сулейман-Стайского района Шамилем Рахмановым и сотрудником отдела просвещения Шамилем Баталовым на тему «Важность получения знаний детьми при поддержке АПК Сулейман-Стайского района». 28 октября 2022 года в Герихановской средней школе номер 2 прошла встреча учащихся старших классов с руководителем отдела просвещения при муфтияте Сулейман-Стайского района Арифом Иминовым об уважении к старшим и к родителям. 12 октября 2022 года в Смурской средней школе, 6 февраля в Чухаркенской средней школе прошли встречи с руководителем отдела просвещения Шамилем Рахмановым на тему «Уважение к старшим и почитание младших, важность получения знаний детьми и библиотечный час, устный журнал». 14 октября 2022 года в Минхирской средней школе прошло родительское собрание на тему противодействия экстремизму и терроризму с участием представителей муфтията Сулейман-Стайского района Гасана Маханова и Сулеймана Джанетова. 12 октября 2022 года и 2 февраля 2023 года
Куркенская средняя школа номер 1 и 2, на родительском собрании роль семьи и семейного воспитания, а также и Юхаристайской средней школе прошли встречи с представителями муфтията Шамилем Баталовым на тему уважения к родителям и о роли знаний и наркомании чума 21 века. А на встрече со старшеклассником на тему уважения к родителям беседу провел представитель отдела просвещения Шамиль Рахманов. 28 сентября 2022 года и 1 февраля 2023 года в Саидкенской средней школе, 11 октября 6 февраля в Дархуш-Казмалярской средней школе, 6 октября в Новомакинской средней школе, а также Шагастальской, Шагасталь-Казмалярской школах прошли встречи начальником отдела просвещения Арифом Иминовым и представителем Шамилем Рахмановым на темы «Золотые правила нравственности», роль знаний в жизни человека, уважение к родителям и уроки нравственности. В феврале 2023 года Касымкенская средняя школа номер 1 и на поселковой школах на тему уважения к родителям прошла встреча старшеклассников с председателем Совета имама Шамилем Амаровым и представителем отдела просвещения Шамилем Рахмановым. Такого характера встречи прошли почти во всех школах муниципалитета и продолжается и в этом году. Но наряду с этим у нас в школах остаются и проблемы. По недавно проведенному управлению образования мониторингу более 12% обучающихся школ отказываются от плановых медицинских прививок по религиозным мотивам, в связи с чем управлением образования утвержден график родительских собраний в школах, и одним вопросом повестки дня стал вопрос о необходимости плановых медицинских прививок для укрепления здоровья подрастающего поколения. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и наши представители отдела просвещения. Было бы неплохо, если бы на КТВ организовали бы круглый стол по этому вопросу с участием врачей районной поликлиники и представителей духовенства. Особое место в нашей совместной работе занимает эта акция с участием благотворительных фондов «Иман», «Инсан», «Умод». Это акция «Помоги пойти учиться», в ходе которой была оказана социальная помощь детям из малообеспеченных семей при подготовке к школе. В заключение хочу сказать, что такого рода встречи носят духовно-нравственный характер, воспитывает в наших детях уважение к старшим товарищам и родителям, почитание младших, проявление милосердия к слабым и находящимся в трудной жизненной ситуации людям, совершение благих деяний к ним. Спасибо. Действительно, я хочу выразить за это благодарность. У нас всегда есть понимание, всегда с администрацией и соответственно заинтересованными службами наши имамы участвуют активно в духовно-нравственном воспитании. В этом направлении мы работу продолжим. Нам действительно нужна ваша помощь. Мы теряем те духовно-нравственные ценности, которые наш народ имел. И без вас, одним учителям, в этом направлении работать будет трудно. Мы эту работу с вами реализуем, и ваши темы, которые вы поднимаете, и мы поднимаем на наших встречах, действительно, они нам нужны. И ваша поддержка в этом направлении мы ощущаем, и надеюсь, мы эту работу еще будем проводить. Но отдельно благотворительный фонд «Инсан», я действительно искренне благодарен, пусть Всевышний это увидит, это пускай возвратится им и этим людям, которые участвуют в нашей жизни тоже. Хочу конкретно остановиться на 2-3 примерах. Вот действительно 2 выпускника района нашей школы, аппараты слуховые, они были дорогие, буквально оперативно. Вот рядом есть мой друг, которого я ценю и уважаю. За короткий период более 600 тысяч рублей они собрали, мы этим детям вручили. Дальше у нас проблема с учебниками, многих детей есть, знаете, да. То, что мы получаем через Минобр, мы это распределяем по школам. Вот 4 класс мы с 2016 года не получали учебники. Ни один учебник для 4 класса. Обратился я, и действительно нашли меценатов, Казбека Галарова Гаспорт, Старопольский городской думы депутат, еще меценаты действительно приобрели и раздали по школам. Почему именно школам? Потому что сейчас они выделяют это малоимущим, чтобы эти учебники остались в школе. Дальше вот мы с ними активно участвуем в поддержке и с другими фондами «Иман», «Инсан» и «Умуд».
вот отличившиеся дети наши. В этом году тоже республика Олимпиада была, республиканский, так, первое место есть английский. Они всегда вот, именно поощряют, материально поддерживают. И конкурс был у нас недавно, к Нового года, тоже вот, действительно мы ощутили реальную такую поддержку и помощь. Поэтому хочу здесь на этом совещании поблагодарить. Всем желаю здоровья, мира и добра. Коллеги, по второму вопросу обсуждаемому еще дополнение, замечание. Авон Мат. Встречаемся тоже и вместе думаем, на какие темы именно обсуждать. Я уверенно знаю, что эти же темы уважения к родителям, важно знание, учителя об этом говорят, но мы тоже как представители религии, что мы об одном говорим, с такой целью мы поднимаем эту тему тоже. Еще, если будет возможность, если вы посчитаете нужным, если на родительских собраниях тоже мы будем участвовать, я думаю, будет хорошо. Именно в школах, когда родительские собрания проходят, обычно дети, от родителей тоже многое зависит, воспитание детей. Если именно у нас будет возможность общения с родителями, мы будем благодарны вам. И правоохранительная система присутствует, начальнику полиции района. Слово предоставим. Да, действительно, очень огромную работу провели за эти последние годы. Вот по наведению порядка, то, что у нас сейчас в районе вот такая стабильность оперативная есть, но очень много еще нужно и сделать тоже. Так, если останавливаться на некоторых моментах, вот то, что сейчас Абутали Бабаевич здесь затронул, вы видите сейчас обстановка какая, да, во всем мире, что творится, что только в соцсетях нету, показывают всякое там нужное, ненужное, поэтому делают вот некоторые граждане нашего тоже района, из которых мы отслеживаем, выводы всякие делают. Вот взять элементарное сожжение Корана, вот этот урод, который там этот сжег, вот из этого сейчас все вот это, вот не зайди в интернет, только это обсуждать, только за. Я бы хотел попросить всех имамов, да, чтобы уже на пятничных намазах, чтобы прихожанам говорили, чтобы на эти провокации не поддавались. Не надо делать, например, выводы по этим, то, что творится в соцсетях. Вот эту огромную страну, вот эту нашу родину, Россию, которую нам оставили наши деды, да, вы знаете, как они воевали, как вот это, мы вот это, то, что у нас есть, как они, для нас это дошло. И большая группа, чтобы довели до людей, чтобы для прихожан, чтобы не нужно всяких там смотреть в соцсетях и там какие-то выводы делать, чтобы там не оказался там какой-то, например, гражданин нашего района, который там потом это выйдут в YouTube выступление, которое будет говорить там вот это правильно, неправильно. Этого не нужно. Его Всевышний сам покарает за то, что он сделал. Я думаю, он, наверное, на этом тоже не остановится. Я вчера последний смотрел тоже, он опять продолжает эти моменты. Так, по второму моменту, который вот по взрыву мечети, который сделали, да, там, это уже не первый раз, вы сами знаете, в многих таких, да, этих городах, там, в исламском мире это творится тоже, и взрывает, и что только не делают эти. Не исключено, мы сейчас вот спокойно сидим, как будто у нас все спокойно. Вот может один урод тоже сюда приехать, какую-то сделать провокацию, возьмет машину, оставить с какой-то хлопушкой, это тоже будет для нас трагедией. Уважаемые, просьба большая, любой подозрительный предмет, там, мешок, который оказался практически, я знаю, здесь все имамы большим авторитетом пользуются в своих населенных пунктах. Даже есть моменты, которые, мы знаем, имамы сами решают, которые главы не могут вопросы решать. Вот как отметил имам района, да, может решать вопрос. Так, еще один момент, который я хотел по второму вопросу остановиться, вот по общеобразовательным этим. Действительно, там работа тоже ведется, это надо отметить. Сотрудники нашего участковые по делам несовершеннолетних постоянно во взаимодействии проводят мероприятия, и я вижу по рапортам, которые... Но есть такие моменты, которые тоже хотел сейчас довести, мы это обсуждали тоже Абутали Бабаевичем. Моменты были такие, что школьники прогуливали школу, и они оказывались в мечетях. Да, преподаватели, которые нам звонили, потом после мы когда разбирались, получалось так, что ученик говорит, что это учительницы не было, хотя она проводила урок.
потом мы с имамом, когда разговаривали, просто сел, поставил портфель там в угол и прогуливает эти уроки. Да, родители многие тоже жаловались, но сейчас, слава Богу, сейчас уже таких сигналов больше нету. Хотелось бы тоже, чтобы вы довели для прихожан, для родителей, которые, чтобы дети, чтобы школу не прогуливали. Если он должен быть на уроке, значит ребенок должен быть на уроке. Знания должен получать все. Что касается профилактики, то, что у нас, я чуть отойду от этой темы, спецоперации, которые проводят наши военнослужащие, там, сотрудники МВД, которые находятся в Украине. Очень огромную работу они там проводят. Вы знаете, в каких условиях, даже по видео видите, что они, как они это проводят. Очень даже, не в простое время мы сейчас живем, мы сейчас практически воюем со всем миром. Вы знаете, одна Россия воюет практически со всем миром. Тоже, да, мы видели, как здесь, когда у нас мобилизация была, когда вот призывная кампания была, как ведут, тоже вам надо подключиться, объяснять людям, что вот срочники, которые сейчас идут, например, да, в армию, нет, говорит, вы вас забирают туда на войну, и все, короче, мы их потеряем. Ну так нельзя жить. Вот наш большой элементарный, если пример даже взять, вот наш район, вы сами знаете, сами тоже слышите, столько там у нас этих ребят, там, которые находятся, но потери вы сами знаете, да, там можно просто на пальцах посчитать. Это надо доводить до людей, говорить, чуть патриотизм, поднимать наших ребят, которые дома. Пускай не прячутся, пускай обращаются, тоже это постоянно вы должны проводить вот эту профилактическую работу. У меня все, Саид Мусинович. Спасибо большое. Спасибо. Еще выступающие. Мы два вопроса повестки дня обсудили, но у нас, как всегда, есть возможность, мы в таком формате встретились, обсудить другие вопросы. Здесь и имам, наш председатель Совета имамов Шамиль Магомедович озвучил в своем докладе. Если есть необходимость, какие-то вопросы до меня, как главы района, до правоохранительных блоков, до других наших коллег, администрации района, те вопросы, которые беспокоят духовенство района, не только вопросы, связанные с религиозными моментами, но если есть общечеловеческие какие-то другие вопросы, пожалуйста. С 525 квадратных метров. А почему оформление сготовлено на тарзе фермера 25 квадратных метров, а оформить дошло надо постоянно гонять через главу администрации моя. Шунахтан глава авадит глава на ремонт шамсуддин штир, обращаться хейло, чиналанга акас нахан чизгах куза, вещимишки идизгах куза, алхан садак аял сакипехн кашут нагах кузати. Белан чина адхан за миски идизгах гузкай гахкуз дахаква. Чина на ремонт шамсуддин штир дал адхан, чина каз масална чизгут 25 сотик. Хуйлан чина кен глава заявление. Сейчас ответ к земельного комитета обращаться к Сукенской сельской администрации. Обращаться к сельской администрации на мекуй амчкайлан гуждашлан. А иной вопрос к тяхран. Вот он апеллировать, зафиксируйте, поднимите обращение, которое вкладывается в уместный ответ, который они дали. Давайте повторно вернемся, посмотрим, разберемся. Я не видел это обращение. А мекичи отполагати 500 квадратных метров. Она очень изящна, к нему то на плитера кудис ну сурар буртада и еврейский да. Сейчас она мечети сам гану как аренда хит. Сейчас изящ козам закон оформите, что она дальнейший миск иди доход куда амидал производство хадал. Мадил даша. إنه كذا كنا شيء إمام نهيت قلات خزت كرشيزو عبر كليجا وجد عبرو يشايش عبرو إمير هميش هذا حريقة وإنسان على عبر يبزنسمن أتوشو عبر زي إختي مس إختي عبر واتش بريبل خداشكا واتوشو زي просьбы كيس عبر поддержку بتاخر на уровне хаса глава администрации Лугон, чтобы عبر зачастую гзав колаха в случаях ханват ина даже колджи эти сабал сукна, чтобы хан колахтал ина, чтобы харика фидау постоянно обождал харика. Кез хахти возможность авозу сята. Аллах кала разихуй мадник не ами за фонд и сад представитель, но
Гзаф Адер Хакахти, Саихти, имам Рискимег Гуждашна, а именно Хакхаза средства ввели, направлены средства это Касас Кимегум Патаха. Абрга Хана Сакипек не хочу на Хана выделять же за то, что имам Рез. Хати Аллах не вазу, кез просьба Исахта Аллах потолди Абраз Жаза Абраз глава администрации через сельские поселения Рез, Хати поручение Аргуну, чтобы всячески поддерживали. Сейчас чиза Бязыбрачпи именно Гузвали Харике, Бязыбр Хати Аллах от случая Гзаф Хану Аля, Хати противостоят терроризму, Абру Изба Рах, Бегенмичи да Гзаф Брус, но или Кескина Кимега, это им час Кимега им асла. Чи Аяврез, чи Гележек Диз в дальнейшем. Хати Кез просьба Хати Жазмаку Кимегу Харике. Мат. Все-таки отдел просвещения было совместно. Школу я горд хузор, что Аллах когда языку, чехим было не кмехуза. И че хоче айларнери калал твон кусанте. Детский садик было совместно. Аллах ната Рамазан важно предуказывал. Курбан свари хапи мероприятия это айлар хоче знать дишадал поколение хоче мусульман чума отец калал. Накат айлар дишана интернетом я но Гериковича, Шериские, а я даже хочу нравственное, религиозное воспитание какие-то, через школу здесь, всякие возможности, намного. И начиная представитель ЖКХ Деземера, Икрамазовну, от меня воскает вопрос, а Микнела, как будет возникать, зачем мы мискин резав брала, как отопление, день тема, я как бурчина, тоже ганам, как мегнется вопрос на очень. Тем более, занял садра, что встречаться, как имам Бехалов. Герека воскает меценат арчинан жагурда кненам советрин сожида кмек пешгуду в части этого, но лицевой счет арабусовна хана года. Усад электросетевой компании Рехолозный газа в Чурахаде, абум даже наступила никаких вопросов, что нам как частным лицам оформить, чтобы те кеплара абум на кати давал было. Как меня есть воскает вопрос арабун язык мне. Мат вопрос того, что достаточно идолчи совещание к тяхте, члену лаги, вопрос арчи коллега, чи выступление ранее, дополнительно замечания, дополнение ранее лагана, зазне очень садла сфере, зо районе кавкейдла лучше их совещание такое сзади, садла кавкейдли просто часовол на лагау их чи природных сложные ситуации воспринимали на саламатис на и обсуждение его на его вопросы. Ну и первый вопрос тайно лагавол долибая чечн как колосанол че имам рехколас чехеп Аллах тхонво ино лагавол республика до чего велик Джергерово и че мечетерис правоустанавливающие документы арчелин че здание день хочу не харека. Но это не час и нама хорера Аллах никтян и паспорта безопасности ино лагавол аман хочет Аллах тоже сята дня дала. Ситуация с Килигна, Гавля Хамани, че правоохранительная система администрации района Голос, Хамани, че Хол Патол, че Кю Патол, а из-за Аллаха, сейчас их че мечетера из-за Аллах тоже, мискера, Анвери образовательные учреждения, социальные учреждения, больница, Ранвирина из-за Аллаха, че Анава айолри, ава работник ли, их безопасность на хедаву. И кведлава просто гел инол, че раха инсан рилагавол, чнани определенно Аллах и че образовательное учреждение радхозу, телевидение жезо материала школа ран фис, че совет имамов, имамри, че образовательные специалисты правоохранительной системы, где специалисты Аллах Тхузу, и даем кез хав Аллах Тачусавол, это не кезокозу, если это на лагавол, соцсети на козу через интернет ранее, информационные сообщения, если это школа ранее, республика ранее, потарол за пределами республики, школьники, жезу чару, их хабарар козу. Хама ино лагавол, а интернет техкалаз, из этого хана гузавери Герикова чер информация техкалаз связана, агрессивность них завжизо, а айолри арадани, хавля кунет хоза, их духовное нравственное воспитание, Аллах теглани гзав аслуя, хавля матчный ино лагавол, зунках мат обращаться жзо, а Аллах и че образование техкалаз санол,
Мадни велик туна, че чахеш за подрастающее поколение, дюйс духовно-нравственно, вече дюйс хайдада чахеш давал айлар, абрука их тех сон, на муслу и санаж давал чахек айла. И раказас, че инол пар ор фонд инсанди, хака фонд умуднево, фонд час иманнево, и брунчих Аллах тхузо зав иноллагао и хукумати эхем же вахтара хипо ихти вичин рекани ихти ацигунра хукумати школах ана садика на хами четяра цигзо гила холти кумерто хакти объектар зав же зотани рекерчкер зо газар кер тхузо и че малаймуши ихти чечен холдава Хазанрис, гзав, цаик, джурек, кюмекар, пулони, пла, абул, вот они, серенжимар, это они сейчас вели бручизо, вели, и че хукумат, че администрация, вот они вели Аллахар, при заходе за гасу, чавля час, чосовол, и че чечень голдава, инсанрис, кюмекус за фондрис, а фонд инсан дизни, но лагавол, сашумут, вишах зорди миллион ролди кюмекар гузо и чечен холдава инсан ризни и чи школара ва келза ктаброл хана маса ихти кюмекар не гузо кезни чосовол Аллах кабулра кезни мадни ихти чахи хура ихти возможности арти кюмекар чи холд изгуда мадил дашар ихти час кани совещаем до Köz каждая масса их интердиар, просоровочек санкита и долчина колтата.